Уфимские красавицы вошли в десятку лучших супермоделей Азии. На международном конкурсе красоты, который проходил в Китае, наши конкурсантки получили приз зрительских симпатий. Об истории успеха наших красавиц расскажет Эмиль Тимашев. Каждый по одному выходит к нам вперед, продефилирует с этой походкой, становится, здесь делает точку, позу какую-нибудь, просто обычную позицию. Айсулу Юнусбаева в свои 19 уже вполне может делиться опытом с юными красавицами. Сама начала дефилировать 5 лет назад. Теперь входит в десятку лучших супермоделей Азии. На международном конкурсе красоты «Азия-2012», который проходил в Китае, Айсулу получила титул «Мисс зрительских симпатий». За нее проголосовало 60 миллионов китайцев. Несмотря на успех, о профессиональной карьере модели пока не задумывается. В Китае нам предлагали контракты на несколько лет, но первым делом у нас стоит учеба, семья. Ну, для меня самая первостепенная, самая ценность – это семья. Вторая участница конкурса Айсулу Фатыхова, студентка БГУ, в будущем программист. За 3 года становилась неоднократным победителем региональных конкурсов красоты. Выступление девушек на международном подиуме не обошлось без приключений. Девушки добирались 2 суток, у них было 4 авиаперелетов. И вот на одном трансфере воздушном где-то у них потерялся багаж. Представляете ситуацию? Девушки прилетают в Нанинг, в Китай, а багаж не прилетает. У них на руках только национальные костюмы, которые они везли ручной кладью. И вот они 3 дня ходят в башкирских национальных костюмах. Народ им аплодирует, организаторы ищут их багаж и, в общем-то, оперативно, насколько это было возможно, нашли багаж, правда, через 3 дня с опозданием. Но, слава богу, все закончилось благополучно. В течение 2 недель 26 девушек из 14 стран боролись за титул первой азиатской красавицы. Бесконечные фотосессии, дефиле и творческие задания выявили победителей. Ими стали представительницы Китая, но наши красавицы пользовались особой любовью. В данном конкурсе участвует большинство народов, они из теплых краев, то есть у них нет зимы. И в костюмах нету меха. А наш национальный костюм отличается тем, что он богато украшен мехом. Он был такой стилизованный, такой очень такой стройнящий, такой с юбочкой такой красивенький. И поэтому все подбегали к нам и говорили: девушки, можно с вами сфотографироваться. Сейчас девушки готовятся к новому конкурсу. Занимаются не только фитнесом, но и изучают культуру азиатских стран и их языки. Ведь Мисс Азия – это отборочный этап на финал конкурса красоты «Мисс Россия». Эмиль Тимашев, Ильдар Хайруллин, РЕН-ТВ, Уфа.